Астрид Линдгрен, Пеппи Длинный Чулок, монолог. Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура? Говорите, что не важно? Вы стали точь-в-точь, как моя бабушка. Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. Вот, к примеру, шла она как-то по улице, и вдруг ей на голову упал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше, а она начала кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой шум, что можно было подумать, будто случилось несчастье. Или еще другой случай. Как-то раз она с папой пошли на бал, и там они танцевали танго. Папа мой очень сильный. И как-то случайно так толкнул бабушку, что она перелетела через весь зал и наскочила на контрабас. И что вы думаете? Она сохранила спокойствие? Нет. Опять принялась кричать, метаться. В общем, подняла такой тарарам, что папе пришлось взять ее за шиворот и высунуть в окно, чтобы она успокоилась, отдышалась и перестала нервничать. Но и это не помогло. Бабушка не унималась и вопила, как оглашенная: «Тащи меня назад!» И, конечно, папа выполнил этот каприз. Не швырять же ее на улицу с 5-го этажа. Сами понимаете, ей было бы не очень приятно. Да и что и думать. Нелегко иметь дело с людьми, у которых нервы пошаливают. Я надеюсь, тетя Лаура, что вы скоро тоже почувствуете себя лучше, а для этого вам нужно принимать успокаивающие средства. Например, лисий яд раз в день по столовой ложке. Лучшего средства нет на свете. Это я вам говорю. После того, как бабушка начала глотать лисий яд, она 5 месяцев сидела, не шелохнувшись, и не вымолвила ни слова. Стала тихая, как мышка. Одним словом, совсем поправилась. И что бы ни случалось, она уже никогда не шумела и не кричала. Хоть 100 кирпичей упади ей на голову. Сидит себе да посиживает. Так что я надеюсь, тетя Лаура, что и вы скоро поправитесь.